Добрый вечер. В эфире Абхазского телевидения свою работу продолжает пресс-центр. Поводом сегодняшнего эфира стала цена на бензин. Как утверждают руководители топливных компаний, по ныне существующим ценам работать нерентабельно. Мы пригласили в нашу студию представителей топливных компаний нашей республики поговорить об этой теме. Итак, у нас в гостях заместитель генерального директора РУП Абхазская государственная топливная компания Валерий Ардзенба, юрист-консульт РУП АГТК Лаша Цава, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью АЗИ Дада Маргабуния и коммерческий директор ООО «Алхан» Горбунова Екатерина. Добрый вечер. И также в нашей студии присутствуют журналисты, у которых, я думаю, есть вопросы. Расскажите нам, насколько повышение цен – это вынужденная мера? Это условия рынка, существующего рынка нефтепродуктов. Как всем известно, мы, поставляем продукты из Российской Федерации. Там, где мы покупаем, цена растет буквально как на дрожжах. Вот в этом и заключается вынужденность нашей сегодняшней с вами беседы. Вот за последние месяцы, скажем так, насколько в России выросла цена? Образно говоря, начиная с декабря 2020 года по сегодняшний день цена выросла буквально, там в России мы говорим, в Российской Федерации цена выросла порядка до 6-7 рублей. При этом мы у нас это не видно, потому что мы сдерживаем из-за того, что мы ждем постановления Кабинета министров, когда нам разрешат поднять цену. На сегодняшний день цена на бензин марки 92 стоит оптовая 40 рублей. Да. Да, розничная 41 и 42. Да, мы говорим, о двух видах топлива. Это марка 92, это такая наиболее потребляемая марка, и о дизельке мы говорим. Премиальный это 95-й бензин и 100-й бензин, там 92, о них и речи нету, мы про них не говорим. Речь идет исключительно об этих двух продуктах. Сегодня настолько все обстоит настолько достаточно непросто, что мы вынуждены сегодня как госкомпания говорить о повышении цен. Просто необходимо. Но, насколько я понимаю, у госкомпании Абхазтоп, то есть у вас ситуация совсем иная, нежели у коммерческих организаций. Вы оптом закупаете бензин, не завозите из России, а покупаете у РН Абхазии. Совершенно верно. Как представитель госкомпании у нас нету цели, скажем так, просто поднять цену, и на этом это не в обиду нашим коллегам будет сказано, у нас другие совершенно цели, другие намерения, как государственная компания. Мы работаем, это всем известно, мы сотрудничаем с компанией «Роснефть», у которой мы здесь внутри рынка покупаем. То есть мы сегодня пока, я подчеркиваю слово «пока», потому что мы сейчас ведем переговоры с операторами крупными в России и собираемся сами начать завозить. Об этом преждевременно пока не хотелось бы говорить, но мы пока покупаем у компании «Роснефть» с минимальной разницей, для того, чтобы обеспечить наших клиентов, скажем так. Я могу продолжить. Особенность госкомпании, в отличие от других поставщиков и операторов на топливном рынке, в том, что, будучи государственной компанией, у нас есть стратегические задачи и цели, и мы, вне зависимости от ситуации в рынке, не можем
отказать в обеспечении топливом государственных структур и иных стратегических объектов. То есть пока у нас ресурсы не закончатся и топливо не закончится, мы должны обеспечивать эту топливную безопасность, тогда как коммерческие организации могут себе позволить, хотя они это и не делают, но могут себе позволить просто прекратить отпускать, то мы себе такое позволить не можем. Сегодня просто хочу сказать, что маржинальность, прибыль, то есть не прибыль даже, а наценка между ценой, которую мы покупаем и отпускаем, составляет 2 копейки. Вот именно 2 копейки, вы не ослышались, и это чисто символически, чтобы обеспечить, мы договорились с поставщиками, но это тоже вот, наверное, еще там максимум там неделю-две. Потом просто то топливо, которое уже контракты представляют нашим поставщикам, цены отпускные выше, чем наши розничные цены. Ну, чудес не бывает, понимаете, мы не производим топливо, мы полностью зависим от мировых рынок. То, что с Нового года у нас цена была такая минимальная, как нигде фактически, наверное, в ближайших странах, это тоже чудо, которое вот социальная ответственность и обязательства всех компаний топливных. Мы, несмотря на то, что есть какая-то вот, наверное, такое предубеждение, что жесткая конкуренция, когда сложно в стране, вот все компании друг другу помогают, и мы вот тянем, вот до сегодняшнего дня довели ситуации, о прибылях с Нового года вообще речь не идет, вообще ни у кого. У госкомпании ситуация еще тем усугубляется, что у нас независимость от стоимости, вот мы фактически, для нас нет принципиальной разницы в том, что сильно бы повысилась цена или не сильно, потому что наша наценка всегда составляет рубль-полтора, не более, то есть вне зависимости от цены. То есть поставщики знают ситуацию на рынке, и они нам отпускают топливо всегда с маржинальностью рубль-полтора. Но тем не менее, сегодня с 2 копейками мы не можем, ну, есть какие-то запасы еще финансовые за счет благоприятной работы в прошлом году и там тех успехов, которые у нас есть, но тем не менее все когда-то истощается. И сегодня вопрос стоит, продавать топливо в убыток или вообще не продавать. Речь, конечно, идет именно о социальных марках топлива, то есть это 92-й и дизтопливо. Я обращу внимание, что на премиальные виды топлива сегодня нету регулирования, поэтому там дефицита не ожидается, но надо понимать, что то есть той ситуации, которая была у нас после войны, когда вообще топливо исчезало, конечно, уже сегодня такой ситуации не будет. Вопрос о том, что могут быть дефицит на некоторые виды топлива, если мы не сможем как-то адаптироваться к той ситуации. Речь не идет о том, что и никто сегодня не думает о том, что восстановить ту маржинальность, ту прибыльность, которая была. Речь идет о том, что надо сейчас тяжелые ситуации, надо всем как-то выжить, уменьшить убытки. О прибыльности вообще сейчас никто не думает. Задача в том, что уменьшить убытки, а там может ситуация на рынке измениться, это от нас не зависит. Есть примеры того, что цены на топливо шли вниз, и у нас на заправках тоже цены, несмотря на то, что цена была больше, шли вниз, потому что конкуренция у нас есть. У нас 4-5 компаний на маленькую страну, это создает здоровую конкуренцию, которую рынок сам... А сговор у нас никогда не было такого примера, и он не может быть, потому что есть государственное регулирование. Ну, у коммерческих компаний ситуация тоже сложная, или у вас намного лучше? Добрый вечер. У коммерческих компаний, в частности, у нашей компании «Азит», которую я представляю, да и, в принципе, в последние несколько дней и ранее мы и в средствах массовой информации отмечали, практически у всех импортеров аналогичные проблемы, и в этой части я с коллегами соглашусь. Эта ситуация продолжается с декабря прошлого года, и могу сказать, чтобы более просто и понятно было для нашего зрителя, самое главное, что на сегодняшний день, на текущий момент, у нас себестоимость топлива последних поставок, она значительно выше, уже превысила отпускные цены, установленные Кабинетом министров. Естественно, речь идет в большей степени, как говорил представитель компании «Абхастоп», о наиболее социально значимых нефтепродуктах. Это 92-й бензин и дизельное топливо.
Мы на протяжении последних нескольких месяцев, полугода, да, практически, во взаимодействии с остальными игроками на топливном рынке пытались сдерживать ситуацию. И, как отметили коллеги, сегодня речь не идет о том, чтобы сохранить какую-то нашу доходность и прибыльность. Сегодня идет речь о том, чтобы найти разумный баланс между социально значимой ответственностью, которая как бы у нас есть, и социально значимой ценой, обоснованной, и тем, чтобы обеспечить бесперебойные своевременные поставки. Несмотря на то, что государственная компания «Абхазтоп» стратегически, как бы, с точки зрения непосредственно как государственная структура, ее в обязательства входит держать определенный стратегический запас, и несмотря на их возможности и то, что они стараются это реализовать, на текущий момент одна компания, кто бы из нас не был, не в состоянии обеспечить продолжительные поставки и тем самым каким-то образом держать ситуацию. Поэтому мы в этом плане взаимодействовали и какое-то время пытались держать под контролем эту ситуацию. Именно исходя из того, что после того, как увеличиваются цены, мы понимаем, что растут многие отдельные услуги, товары естественным образом. Поэтому как бы пока держали ситуацию именно в таком ключе. Сегодня уже существует реальная угроза. Есть компании, которые уже не могут осуществлять отпуск топлива. Это по цепочке, то есть нагрузка возрастает, соответственно, у нас. Мы тоже уже на пределе, вопрос идет даже не неделях, а нескольких там днях, возможно. И поэтому, соответственно, многие из нас постепенно вынуждены будут останавливать отпуск. Это очень негативная ситуация, и мы не можем себе позволить в преддверии туристического сезона остановить отпуск топлива. В то же время мы понимаем, и мы действовали так, и далее будем действовать, что необходим разумный баланс, то есть цена должна быть обоснованной с точки зрения именно насыщения, необходимости насыщения рынка в летний период. Мы знаем, что у нас в этом году, слава богу, будет неплохой сезон, возможно, значительно лучше, чем предыдущий, и, соответственно, помимо тех потребностей, которые были ранее в летний период, нам необходимо думать о том, чтобы еще закупать большие объемы. Поэтому мы вынуждены были. Это непопулярная, это болезненная мера на самом деле, и мы прекрасно это понимаем и осознаем. Но мы вынуждены были, на самом деле, обращаться уже месяцами ранее в правительство и вести с ними консультации для того, чтобы прийти к какому-то общему результату, который был бы наиболее сбалансирован. А той компании, которая приостановила как бы сейчас реализацию бензина, о чем вы, Адамир, говорили, это ООО «Алхан», да? Да. Так ли, Екатерина, и какова ваша ситуация? Вы сегодня не реализуете бензин. И расскажите нам, по какой цене вы приобрели там в России, по какой вы намерены отпускать, пока не будет постановления Кабинета министров. Добрый вечер. Дело в том, что мы действительно приостановили продажи на своих автозаправках, потому что мы не вписываемся в регламент, который устанавливало правительство по поводу цены. На данный момент к нам зашел бензин, себестоимость которого составляет 44 рубля 60 копеек. Соответственно, мы продавать его не можем, в убыток мы тоже не можем работать, потому что, опять же, это потом за собой повлечет определенные штрафы, и мы никак не сможем это объяснить. Что касается дефицита, на данный момент у нас его как такового нету, но в связи с тем, что нужно будет производить закупки на июнь месяц, так как реализации у нас нет, у нас сейчас нет возможности закупать. И в любом случае дефицит он возникнет. Если у госкомпании есть возможность приобретать на месте, то у нас этой возможности нет. Нам в любом случае нужно оплачивать определенный объем
нашим поставщикам. И в связи с летним периодом все-таки железнодорожный транспорт будет как бы загружен. И топливо будет дольше к нам идти, чем в предыдущие месяцы, в зимний период. Но вы сейчас оптом тоже не реализуете, да? Мы ни оптом не реализуем, ни на наших заправках. Только дизельное топливо можем продавать. Понятно. Вопросы, если есть у журналистов? Ну, судя по всему, нас ждет повышение цены. Вот вы, как поставщики топлива, ну, на какую сумму ориентируетесь? Вот на какую сумму нужно будет повышать, чтобы вы как-то работали не в ущерб себе, не в убыток, и чтобы мы тоже были там, наша позиция тоже была автомобилистов, граждан, всех, вот, потому что это все будет и повышение цен на проезд, и везде. Сколько ожидать? Сколько рублей повышения будет, на ваш взгляд? Мне кажется, это сказать сейчас невозможно, потому что в Российской Федерации цены на бензин до сих пор растут. Ну, хотя бы приблизительные расчеты ведь есть у вас. Но, Прогнозы прогнозы какие-то. Да, какая цена устроила бы сейчас вот поставщиков? Хотя бы на тот же 92-й бензин. Давайте я позволю себе прокомментировать этот вопрос, ответить, постараться. Значит, ситуация развивалась таким образом, что, как я сказал сегодня, то есть у нас уже себестоимость выше цены реализации. Тут стоит учитывать еще другие факторы. То есть самое главное, что значит, есть помимо входящих цен от наших поставщиков, есть затраты значительные на логистику, то есть на транспортировку, есть затраты и обязательства, связанные с налоговыми платежами, тот же налог на добавленную стоимость, налог на ГАСЭМ, налог на прибыль, то есть все эти затраты. И учитывая то, что эти затраты значительную долю тоже составляют, и в конечном итоге у нас есть обязательства, помимо обязательств по налогам перед государством, есть обязательства перед собственными сотрудниками, и вы понимаете, что реализация топлива сопряжена с серьезными мерами по безопасности, по хранению, которые также требуют определенных затрат постоянных для того, чтобы необходимый уровень поддерживать. Все это приводит к тому, что для того, чтобы выйти на какую-то точку безубыточности, нам необходимо значительным образом повышать. Ну, есть оценка такая, насколько я знаю, коллеги как бы соглашаются, консолидированные, что это рост был порядка 10-11 тысяч рублей на 1 тонну. Ну, если говорить о том, чтобы хотя бы в пределах точки безубыточности, то это, я думаю, что в зависимости от видов топлива, ну, это порядка 6-8 рублей. За литр. Да. Маленькую ремарочку. Вот, для того, чтобы было понятно, вы спросили, насколько поднимется цена. Я вам могу сказать, насколько поднялась цена с декабря прошлого года по сегодняшний день. Это 5-6 рублей. На социальные виды. И в России, и у нас тоже. Мы вынуждены, это о коммерческих структурах я не говорю, мы просто видим это, наблюдаем сегодня. А насколько она поднимется, очень сложно дать прогноз на сегодня, тяжело. А сегодня бензин завозится строго из России или есть еще другие страны? Раньше из других стран тоже завозили. Ну, насколько нам известно, на сегодняшний день практически все завозится из Российской Федерации. То есть ранее наша компания ЗИД осуществляла поставки морским транспортом, но мировые цены складываются таким образом, что осуществлять эти поставки на последнее время, по крайней мере, то есть экономически нецелесообразно, невыгодно. Поэтому в основном осуществляются поставки из Российской Федерации. Я хочу дополнить, что согласно
тем международным договоренностям с нашим стратегическим партнером Российской Федерации для Республики Абхазия выделена квота, ну, достаточная, согласно которой топливо, поступающее из Российской Федерации, не облагается экспортными таможенными пошлинами со стороны Российской Федерации. И это тоже именно повлияло на то, что поставки идут с Российской Федерации, потому что это все равно наиболее щадящие, наиболее экономически целесообразно сегодня. Но там тоже ситуация меняется. Российская Федерация постепенно налоговую нагрузку перекладывает на налог с добычи, то есть и таможенная пошлина постепенно стремится к нулю, но это все равно пока несколько лет будет работать, и это тоже позволяет смягчить нам ситуацию, в отличие, скажем, от других стран. В любом случае, и тот налоговый режим, и таможенный режим, который в Абхазии есть, и вообще сама экономическая структура, позволяет надеяться на то, что у нас все-таки еще будет, независимо даже от повышения цен, что цены будут все-таки более выгодные, скажем, для потребителя, чем Российская Федерация. Ну, такая есть, предпосылки к этому есть, пока, по крайней мере, а дальше все меняется. Есть надежда, что вообще может цены завтра, нефть может упасть. Ну, мы никак не можем на это влиять, но я еще раз говорю, чудо экономическое, то, что топливо с Нового года стоит то, сколько оно стоит. Это за счет вот всех топливных компаний, за счет их прибылей. То есть фактически сегодня топливные компании и налоги платят, и пошлины платят, и еще за счет своих прибылей обеспечивают маленькую все эти месяцы. Все надеялись, что что-то поменяется, что-то изменится, но чем стать, лучше все-таки идти на какие-то непопулярные меры, то есть и потребителю лучше иметь топливо чуть дороже, чем вообще его не иметь, наверное. Ну, если кто-то знает, как это можно исправить, но таких чудес не бывает. У нас же ежегодно какие-то лимиты, да, вот по завозу ГСМ. Мы выбираем вот эти вот... Наш эксперт затронул достаточно такой любопытный вопрос, поднял. Да, есть такая тема о беспошлинной торговле вот на эти виды топлива с Российской Федерацией. Но, как вы помните, буквально недавно, ну, просто боюсь памяти изменить, буквально 2-3 года назад, если помните, у нас был введен налог НДС, так называемый, который сегодня мы вынуждены платить по пересечению границы. Так ведь, да, вот у нас есть такая тема, но мы сейчас эту тему политизировать абсолютно не собираемся, но я вам хочу сказать, что вот сейчас, о чем я говорю, это достаточно легко проверить. Иногда из средней полосы России доставить до границы ПСОВ топливо, любой вид, достаточно дешевле, чем от ПСОВ до, скажем, до нашей Ишерской нефтебазы, включая ЖД-тарифы, включая наш местный НДС, который нас обязали года 2-3 назад выплачивать по пересечению границы. Тут меня дополнят, наверное, мои коллеги. Но это все как бы не говорит о том, что мы просто взяли вот так вот из-за этого или из этого исходя мы просто вот, нас что-то взбудоражило и хотим поднять цены. Абсолютно этого нету. Еще раз говорю, это все легко проверить. Я думаю, у многих вопрос возникает, а можно ли ситуацию исправить, скажем, уменьшив налоги или их отменив? Ну, во-первых, начнем с того, что налоговая нагрузка в Абхазии, наверное, одна из самых низких, ну, в СНГ или в мире. То есть она вот в среднем цены на топливо, скажем, той же самой в Турции или в России состоят на 60-70% из налоговой нагрузки, когда как у нас ситуация иная совсем. Но также обращаю внимание, что доходы от поступления от деятельности топливных компаний сегодня составляет основную часть бюджетообразующих, значит, доходов. Сегодня, конечно, во-первых, закон не позволяет так, значит, спонтанно менять законодательство или какие-то налоги убирать. Во-вторых, это опять-таки будет чревато серьезными последствиями для нашей страны, для нашего бюджета, потому что прежде всего отразится на социальных обязательствах. То есть сегодня это могло быть чуть-чуть, может, на рубль, там, на
не знаю, на 2 смягчить ситуацию, но мы бы гораздо больше бы понесли потери для граждан через бюджет, чем получили бы какие-то значит, преференции в цене топлива. То есть это бессмысленно обсуждать, оно не так актуально, как может показаться. Ну вот, если опять-таки не коммерческая тайна, ну сколько вот вы налогов платите в бюджет в месяц? Ну, я могу точную цифру, может быть, вам не скажу, но по нашей компании, то есть это, так скажем, речь идет о сотнях миллионов. То есть это порядка 200, допустим, приблизительно. Ну вот я могу если сказать с НДСом точную сказать. цифру, я могу сказать, прошу прощения, Дамар, перебиваю. По итогам 2020 года в бюджет и во внебюджетные фонды в совокупности уплачено 18 миллионов нашей компании за прошлый год. А по итогам первого квартала 2021 года данная ситуация составляет около 4 миллионов рублей. Значительная, во всяком случае, я думаю, что и у всех игроков такая ситуация, доля в наших платежах занимает именно налог на добавленную стоимость. Причем, независимо от того, какие у нас результаты деятельности, есть рентабельность, нет рентабельности, то есть этот налог остается неизменным. То есть вы можете, в принципе, посмотреть, все это видно. То есть 10% от цены реализации, которые есть, они напрямую идут в государственный бюджет. Они там, соответственно, при ввозе взимаются, и потом уже при реализации также начисляется НДС. Эти суммы значительные, и они на сегодняшний день позволяют государству решать социально значимые и важные вопросы. И поэтому даже незначительное сокращение объемов, как там отдельно взятой компании, когда у нас сегодня коллеги перестали отпускать, сокращение объемов импорта, они также на непосредственно НДС окажут влияние. Второе, мы об этом уже часто говорим, и вчера буквально этот вопрос затрагивали. Бюджеты районов Республики Абхазия, они в большей степени значительно формируются именно от налога на прибыль. То есть если у нас не будет никакой прибыли, как сейчас это происходит, соответственно, у нас и налога на прибыль и отчислений не будет. В прошлом году у нас ситуация была хорошая, поэтому, несмотря на пандемию, именно за счет того, что входящие цены были значительно ниже, мы смогли значительно больше заплатить налога на прибыль. При этом мы смогли, некоторые компании, и самостоятельно приняли решение, в условиях конкурентной борьбы, так скажем, буквально там на 2 рубля, где-то чуть больше на какие-то виды топлива, то есть снижение произошло. Мне кажется, было в мае месяце. Да, это было в мае месяце. 2020 в прошлом году, в 2020 году, в мае месяце. То есть тут я хотел бы сказать о том, что мы, бизнес, во всяком случае, все те компании, которые представляют топливный рынок, мы не можем быть оторваны от существующих реалий, экономики, социальной сферы. И мы тоже всегда понимали, и в дальнейшем подходы будут исключительно такими же по объективным причинам, не только по воле и желанию учредителей компаний или руководства компаний. Мы понимаем, что это нужно делать. И если, условно говоря, к осени, допустим, или к зиме, как это, в принципе, иногда происходит, цены будут снижаться, то можно говорить о том, чтобы их пересматривать уже в сторону снижения. В принципе, мы с предложениями о том, чтобы это, возможно, даже отдельный вопрос, то есть в будущем, как избежать повторения подобных ситуаций, то это к вопросу о том, что возможно и такой сценарий. Но сегодня у нас есть данные относительно того, что происходило уже фактически, которые уже показывают критическую ситуацию. И, к сожалению, прогнозы, которые мы получаем уже на следующие месяцы, они тоже не очень хорошие. Если вдруг у нас ситуация к осени, к зиме поменяется, этот вопрос тоже обсуждаем, мы тоже всегда открыты. И на самом деле все те цифры, о которых мы говорим, вся та ситуация, о которой мы говорим, ее можно
посмотреть, мы открыты, то есть мы в этом плане ничего не скрываем. Все эти данные есть и у государственных структур соответствующих, и можно даже в российской прессе отследить, какая ситуация складывается сегодня. Вы знаете, что у нас в определенный период времени была разница в цене, и сегодня она существует там, порядка 5-6 рублей. Кто в соседнем Краснодарском крае часто бывает, может как бы это отследить, но я хотел бы подчеркнуть, что сегодня рыночные цены, они настолько высоки, что даже Российской Федерации приходится осуществлять, подчеркну, прямые выплаты из бюджета для того, чтобы даже те цены, которые выше, чем у нас, сдерживать. И это у них как раз происходило уже вот с того периода, когда начался рост импортных цен. Потому что у них стоит задача держать на уровне рост, на уровне инфляции, и как-то вот они в этом ключе работают. У нас мы понимаем и осознаем, что таких возможностей нет. И поэтому вот мы в тесном взаимодействии между собой с соответствующими уполномоченными государственными органами хотим прийти к чему-то общему, чтобы соблюсти какой-то баланс и повышение, чтобы не сильно так коснулось. Оно было соразмерно, так скажем, тем реалиям, которые существуют сегодня. Я правильно поняла, если в случае вдруг цены будут не пересмотрены, то все топливные компании остановят свою деятельность? Вынуждены будут, как коллеги сказали, остановить свою деятельность, во всяком случае, по тем видам топлива, по которым как бы цена выше закупочных, отпускных цен. Здесь есть еще такой момент, например, мы с точки зрения налогового законодательства и элементарного даже бухгалтерского учета не имеем права продавать топливо ниже себестоимости. То есть тут как бы такая двоякая ситуация получается. Вроде как, если бы даже у нас были бы финансовые большие возможности, какая-то подушка безопасности, которая позволяла бы нам это делать, мы тоже это не имеем права делать. И я думаю, что именно налоговой службе это не совсем понравится, и соответствующие меры государственного воздействия в этом отношении тоже, возможно, будут. И поэтому сейчас ситуация именно критическая, и речь идет о том, чтобы избежать того, чтобы мы нарушали налоговое законодательство, избежать ситуации, чтобы мы остались без топлива, и именно в текущей ситуации сделать так, чтобы мы все вместе смогли. Нас, так скажем, никто, еще раз повторюсь, не обязывает действовать исключительно в рамках тех задач, которые ставятся, например, Абхазтопу, но мы тоже граждане этой страны и полностью осознаем и разделяем ответственность за то, чтобы на том рынке, на котором мы уже, наша компания, больше 25 лет, и далее продолжали. То есть у нас были более сложные времена, когда и в период блокады получалась сложная ситуация осуществлять поставки топлива. Но сегодня нас больше, наших сил и возможностей больше, поэтому мы как-то должны к чему-то общему прийти, и мы очень рассчитываем на то, что, понимая, осознавая, что наше население находится в очень непростой ситуации, особенно после пандемии, что они с пониманием отнесутся к тем мерам, вынужденным и болезненным мерам, которые придется принимать. Ну и все-таки вы предлагаете вот резкое повышение или вот какой-то вот щадящий поэтапный подход? Ясно. Никто не предлагает резкое повышение цен. Как вы помните, вот в прошлом интервью мы говорили об этом, начиная с декабря прошлого года, даже в этой студии, по-моему, уже третий раз про это говорю. Помните, да, вы это? Мы предлагаем с января 2021 года речь идет о поэтапном повышении цен. Вот отвечаю на ваш вопрос, вы хотите видеть прогноз, насколько поднимется цена. Вот я вам говорю, за полгода на 5 рублей поднялась цена. А теперь давайте вместе с вами попытаемся спрогнозировать,
сможем спрогнозировать. А вдруг она упадет, не можем сказать, понимаете? Поэтому прогноз дело такое, как бы не совсем благодарное. Что касается... Ну, то есть мы уже упустили ту черту, когда можно было поэтапно поднять цену, да, я так поняла. Теперь нет, уже мы не резкое упустили, повышение да, цен. о резком повышении тоже мы пока сейчас не говорим. Мы и сегодня говорим о том, что и сегодня мы предлагаем в ущерб, допустим, компании, если говорить о бизнесе, да, вот в ущерб себе, как бы, и мы, вот учитывая то, что Адамар говорит, вот компания Азид, учитывая социальные вот эти все моменты, учитывая вот эти все сложности, которые есть, и мы и сегодня говорим о поэтапном повышении цен. То есть Но если мы сегодня не среагируем вовремя, создастся дефицит топлива. А вот я могу у вас спросить, что лучше, дефицит или же присутствие товара с более высокой ценой? Кто может это сказать? Анжела ездит за рулем. Присутствие важно. Присутствие важно. Мы сегодня все равно вот от всех здесь сидящих не зависит конкретно цена, которая будет установлена правительством. Хотя мы предлагаем свое видение, но скорее всего мы все понимаем, что речь идет о том, чтобы не выйти на прибыль, а поэтапно повышение цен с целью приведения хотя бы к безубыточности. Опять-таки поэтапность будет за счет компаний топливных, но не за счет кого-то еще, потому что государство датировать не может, это мы понимаем. То есть речь идет о том, что выйти к безубыточности до лучших времен. А восстановление прибыльности сегодня никто, даже если есть такое желание, на это правительство никогда не пойдет, потому что вот какой-то этот компромисс предполагает, что все-таки это будет на протяжении нескольких месяцев поэтапно, чтобы как постепенно люди как бы и компании смогли вот лето, как говорится, пройти, а потом будем надеяться на то, что что-то поменяется на мировом рынке. Мы сегодня, знаете, какая-то у нас плохая роль, но как-то оправдать, мы никого не хотим оправдывать или прикрывать, мы хотим сегодня пришли говорить правду, то, что у нас происходит. Вот сегодня такая у нас, мы не хотим и не навязываем никому какое-то свое видение. Правда, она вот такая. А как будет, опять-таки, для этого есть, значит, специалисты, которые должны выбирать вариант, который наиболее щадящий. Потому что повышение цен, мы понимаем, повлечет повышение цен на транспортные услуги. Это как-то может отразиться на цене на продовольствие, на хлеб. Ну, сегодня уже наблюдается. Да, у нас все видят, насколько подорожало вообще, у нас металл 2,5-3 раза подорожал, лес подорожал, а это все мультипликативный эффект имеет, овощи подорожали и бензин, мы опять-таки за счет вот компаний, которые какой-то жирок, так скажем, накопили за предыдущие годы, вот этот пока тянем, ну, вот есть какой-то предел, и, к сожалению, мы понимаем, что доходы граждан не так растут, как растут расходы, но мы выбрали путь такой тяжелый нашей независимой страны, и сегодня мы должны эти все вместе проходить, вместе все эти проблемы должны проходить, друг друга понимая, друг друга берегя, так скажем, как это мы можем. Тут есть важный момент такой, Анжела, вот я вам говорю, не зря я про дефицит сказал. Если мы ситуацию не сможем сегодня изменить все вместе, на самом деле это может образоваться. Если помните, там несколько лет назад мы с канистрами ездили за топливом. Помните такую ситуацию? Помните кто-нибудь вообще? Вы все молодые, я самый старый, что ли, в студии, не могу понять. Ну, тогда вроде бы Абхазия была в блокаде. Это те времена тяжелые? Да, в те времена. Ну, вне блокады мы можем сегодня столкнуться с такой же ситуацией, понимаете? Потому что, поймите, вот я прошу прощения за такую тавтологию, вот, покупать там, где дорого, привозить, где нас обязывают продавать дешевле, ну не может оно долго продолжаться. Оно идет уже полгода, да, ведь, Адамар? С декабря месяца 2020 года. Ну хорошо, еще чуть-чуть мы там
ну, выдохнемся, потом дальше как будет, очень тяжело сказать. Какие государства есть механизмы для регулирования цен, да, чтобы избежать спекуляции, да, на рынке? Ну, начнем с того, что вот мы, кстати, можем обсудить вообще методики регулирования цен. Они тоже отличаются. Сегодня у нас есть закон о государственном регулировании цен, где в том числе прямо предусмотрена обязанность государства и его право регулировать цены, в том числе на топливо, на хлеб и так далее. То есть сегодня, и там есть несколько методов. То есть есть метод, когда государство устанавливает конкретные цены. Есть методы, когда государство устанавливает так называемую маржинальность, то есть прибыльность той или иной сферы. Есть метод, когда государство устанавливает наценку. Сегодня тот метод, который уже многие десятилетия, ну, за послевоенный период у нас используется, он, конечно, значительно устарел и, наверное, давно уже не соответствует тем требованиям, которые предъявляется именно к этому виду топлива. И оно у нас не производится, оно зависит от мировых цен. И правительство при всем, значит, том, все равно есть бюрократические законы, и правительство не может оперативно реагировать на изменения конъюнктуры. И всегда мы попадаем в вот такую ситуацию, когда запаздывает это реагирование и за счет, опять-таки, этих топливных компаний. И есть, наверное, необходимость перейти на так называемый плавный метод, когда государство устанавливает жесткую наценку, то есть, скажем, не более рубля или не более 1,5 от цены закупки. И тогда вот этих вот, наверное, таких шоковых ситуаций, наверное, не будет так. Ну, будет плавно, ситуация меняется, и психологически люди больше... Но это тоже, насколько я знаю, уже обсуждается, но это тоже требует какого-то подхода, не просто там научный подход нужен. Да, мы все это предлагаем, это тоже мы к этому, наверное, придем, это правительство обсуждает. Но сегодня какой метод? Государство жестко установило цену, которая уже ниже себестоимости. То есть и тут выбор, либо мы продаем в убыток, сколько можем, либо не продаем. Нету никаких других вариантов. У государства не может влиять на цены за пределами. Российская Федерация в качестве дружеского жеста, она сделала, что могла, она обнулила пошлины. То есть это тоже очень... То есть если бы этого не было, то сегодня мы вообще обсуждали еще плюс там 10-15 рублей, наверное. То есть это тоже существенное подспорье, которое нам стратегический партнер помогает. Но сегодня у государства вариант такой, что сдержать вопреки там возможности воли, скажем, операторов этих топливных, сдержать цену, то есть искусственно, так скажем. Либо убрать налоги, но тогда это будет провал бюджетного, значит, исполнения. Это неизвестно, что хуже. Сегодня государство может и, скорее всего, сделать то, что она сдержит рост за счет прибыльности топливных компаний. Вот только что может сделать государство. Вот. Насколько честно, нечестно, но сегодня такая реальность. Что не есть, тоже совсем хорошо, честно говоря. Я хотел бы пару слов добавить относительно того, что необходимо обсуждать. Это в текущей ситуации у нас сейчас стоит вопрос о стабилизации рынка и сдерживании цен. Но, как бы, возможно, в том числе мы будем в дальнейшем обсуждать, каким образом действовать, чтобы избежать в дальнейшем таких резких скачков и такой сложной ситуации. Важно понимать, что речь идет не только о том, что установление другого метода позволит нам более быстро и постепенно осуществлять рост цен, но и это приведет к тому, что у государства появляется дополнительная возможность, рычаг, в чем конкретно. То есть если у нас будет, допустим, сфиксированная наценка или норма рентабельности, мы будем обязаны, в случае, если ситуация на рынке будет складываться хорошо и закупочные цены будут снижаться, соответственно, мы будем обязаны снижать эти цены. И тогда люди будут видеть и понимать, что на рынке, вернее, на заправках действует более понятный, прозрачный принцип, что вот растут цены, немного увеличивается. И при этом при снижении цен, соответственно, на заправках тоже цены снижаются. Это тоже очень важно, но это предмет для обсуждения в любом случае. И мы вместе с такими предложениями выходили давно, но пока как бы все это обсуждается, и надеемся, что в будущем мы вынесем выводы из текущей ситуации. Но сегодня у нас в большей степени стоит вопрос о том, чтобы стабилизировать и обеспечить бесперебойность поставок.
А с какой даты нам ждать роста цен? Обращения операторов были уже несколько месяцев, как поступили правительства. Фактически надо было ждать позавчера, как говорится, грубо говоря, несколько месяцев тому назад. Сегодня фактически именно вот эта социальная такая, значит, ответственность и приоритет интересов общества и государства именно сдерживает эту ситуацию, но уже понимают и там тоже надеялись, наверное, что что-то правительство, что что-то поменяется, что-то изменится, но уже везде есть понимание, что ну, мы приближаемся к более худшей ситуации, когда не будет этих видов топлива. Это хуже, чем... Вы ждете распоряжения правительства? Я думаю, что если что-то резко, какое-то чудо не произойдет и цены не рухнут, то это вопрос ближайших максимум 10 дней. Мы так думаем, но точно не можем вам сказать. Я бы добавил 2 слова. Мы не то, что даже думаем, мы, наверное, больше не сможем. То есть вот у нас прямо вот в ближайшие дни, то есть у нас есть уже кто перестал это делать, а получается, что там в течение, там даже счет, я как сказал ранее, идет на дни, даже не на недели, поэтому мы будем ждать распоряжения и действовать, соответственно, на него. Последний вопрос Екатерине. Вы говорите, что ваша компания прекратила деятельность, да? Продажи, да. Да, продажи прекратили. А как вы планируете выходить из этой ситуации? Есть какие-то планы? Мы ждем распоряжения. Ждете распоряжения? Да. То есть, если в вашу пользу будет распоряжение, вы возобновите деятельность? Конечно, правильно? Потому что мы не можем продавать сейчас выше установленных цен правительства. Спасибо. Когда растут цены на международном рынке, крупные, в том числе российские компании, у них появляется заинтересованность в экспорте. И на определенном этапе это может привести к тому, что на внутреннем рынке у них тоже возможен будет дефицит. У них были подобные ситуации, близкие к тому, что возникал дефицит. И в связи с этим они все равно позволяют постепенно компаниям осуществлять постоянно рост цен. То есть если мы в течение года просто на определенных АЗС будем отслеживать стоимость топлива, то там они из месяца в месяц, там, это может быть 20 копеек, это может быть 30 копеек, то есть они постоянно растут. И даже вот с периода 2018 года, когда у нас последнее было постановление о повышении цен, и отследить, какая была тогда ситуация с ценами на АЗС в Российской Федерации сегодня, то есть там видно, что они им позволяют постепенно эти цены увеличивать. И если они этого не будут, соответственно, делать, то все компании будут осуществлять поставки за пределы Российской Федерации. В связи с этим у них это и происходит, в принципе. Плюс у них есть налоговая нагрузка, у них финансовых возможностей значительно больше, при всем при том. Да. Сказала, у них другие возможности. Да, абсолютно. То есть это то, что они могут себе позволить, мы, к сожалению, сделать не можем, поэтому как-то к этому сообща должны подходить рационально. Все-таки что явилось причиной роста цен на мировом рынке или хотя бы так же, как и вы, только можем догадываться и какие-то свои прогнозы сделать. Это первое, это повышение мировых цен на нефть, которые вот фактически там процентов на 25 она повысилась, которые автоматом, то есть сырье повышается, значит и цены на топливо повышаются. Это главная причина. И вторая, внутренние процессы в Российской Федерации связаны с налоговым режимом и с потреблением. То есть, во-первых, еще усугубилась ситуация тем, что сезонное повышение спроса. Сезонное повышение спроса это не только у нас, это в России, юг России забирает, и у нас вот потом, вот могу сказать, операторы более подробно топливные, то у нас существенно повышается сбыт топлива в летний период. То же самое происходит в России. А повышение это всегда дефицит, потому что нефтезаводы, они уже в принципе прогнозируют, но они не могут так быстро. Они все работают по заранее, значит, подготовленным каким-то заявкам. Кстати, у нас заявки фактически никто сейчас не может давать, и тоже это неизвестно, как вообще закончится. То есть могу сказать, да, деньги уже у нас есть, а топливо может не оказаться, то есть там работает по заявкам. То есть это повышение цен на нефть
и сезонное увеличение спроса на топливо в Российской Федерации. При всем при этом все равно поставки из Российской Федерации наиболее выгодны, в том числе за счет того льготного режима, который Российская Федерация согласно соглашениям сделала для нашей страны. Тот объем, который нам нужен, он поставляется без пошлин. Есть вопросы? Кто-то хочет что-то добавить? Я думаю, мы уже будем закругляться. Я вас благодарю за беседу. Будем ждать решения Кабинета министров. Спасибо большое. Всего доброго.